Через несколько дней местность Усть-Хатын превратится в место для праздника, нашего национального праздника Исых. Ну а пока здесь проходят командно-штабные учения МЧС России по нашему региону. Хочется отметить, что в данный момент идет развертывание палаточного городка. Здесь можем увидеть мобильный узел связи, который находится на базе КАМАЗа. Здесь идет помещение для отдыха личного состава. Такие же палатки предусмотрены для населения, которое будет находиться в пунктах временного размещения. Уже через считанные, я даже скажу, минуты, через полчаса, может быть, даже приедет основной состав МЧС России, а также и другие ведомства, такие как Министерство обороны и Министерство экологии. Очень много ведомств, я аж даже запуталась. И давайте немножко поговорим по поводу учений с руководителем пресс-центра МЧС России по Республике Саха-Якутия, с Ксенией Рахматуллиной. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Немножко про палаточный городок, вообще что за учение, ну немножко для наших зрителей. Учения у нас проводятся в рамках проверки Дальневосточного федерального округа сотрудниками головного управления, прибывшими из города Владивосток. Палаточный городок у нас это городок жизнеобеспечения, вот мы его так называем. Это как раз-таки тот пункт, где граждане находятся до того, как переместиться в пункты временного размещения, которые фактически, либо же доставлены будут к родственникам во время чрезвычайной ситуации. Например, у нас такие ситуации бывают, что ЧС у нас длятся по 1,5 месяца, по 2 месяца. Да? Если есть необходимость, мы развертываем этот дополнительный комплекс. Здесь есть все необходимое, начиная от спальных мест, палаток приема пищи, душевые кабины, туалетные кабины. Это также психологи у нас работают, медики из медицины катастроф к нам подключаются в данном направлении. Также, поскольку что все было у нас мобильно, здесь расположен подвижный пункт управления связи. Связь есть спутниковая, есть интернет, есть стационарная связь необходимая. Для мониторинга ситуации вокруг района чрезвычайной ситуации используется беспилотная авиационная техника. В целом, вкратце так. Ну и вот мы видим, что есть пункт для управления БПЛА рядом с нами. Да, действительно, есть пункт управления беспилотной авиационной техникой. В его состав входит Орлан-10 МЧС России, вертолетного типа квадрокоптеры. И также у нас прибыла новая техника. Сегодня, возможно, даже получится ее испытать. Большое спасибо. Ну а я хочу заметить, что непогода никак не повлияет на учение. И, как я уже сказала, в скором времени, через полчаса, через час, начнутся те самые развертывания, которые мы привыкли видеть на наших телеэкранах. Ну а я предлагаю вам посмотреть вечерний выпуск новостей, где мы подробнее расскажем, как проходили учения и какую оценку, может быть, мы даже и раскроем тайну, поставили Главное управление МЧС России по Приморскому краю.